компенсации и проблемы с жильем. Пожалуй, самые актуальные вопросы, с которыми приходят в республиканский Миннац. Вот и у Ларисы Хашиевой они стоят во главе угла. Она вынужденная переселенка из Северной Осетии. Уже 25 лет проживает в Назране в аварийном бараке. Условия, мягко говоря, ужасные. По словам женщины, каждый день она и ее дочь рискуют жизнью. Мне нужно жилье, так как я инвалид первой группы, так как у меня нет дома, никого из мужчин дома, близких. Я не могу в этой бараке даже прожить. Сегодня он сгорит там, этот барак, уже все провода висят. Уже потолок 3 раза делали, полы делали. Ситуация, признается министр, действительно непростая. А чтобы помочь в этом вопросе, необходимы комплексные меры. Это вопрос, который надо решать на большом федеральном уровне. Мы сейчас эти данные обобщили, здесь надо с какой-то инициативой выходить на федеральную власть, парламент, чтобы здесь этот вопрос решить. Сегодня действующее, к сожалению, законодательство не позволяет нам этот вопрос преодолеть. Я думаю, что нам надо инициативно как-то группа, наверное, возможно, с министерством собраться и выйти с коллективным обращением, постараться это здесь вопрос решить. Свои двери для обращающихся сегодня открыл и Минздрав республики. В первой половине дня ведомство посетило порядка 15 человек, в числе которых оказалась и семья маленького Мансура Алиева. Он страдает аутизмом, но никакой помощи в лечении ребенка семья получить не может. Мать мальчика вынуждена сидеть с ребенком. Из-за болезни нет возможности даже выйти на работу и помочь семье копейкой. Он депрессивный, буйный, кидается, кусается. Я повязана, и я ни на работу выйти не могу. До аптеки меня даже не допускают. Постоянно палки в колеса суют на протяжении. Причина почему? А причина то очередь. Она делает, надо подождать, надо до такого-то возраста подождать. А ребенок растет, он не разговаривает. Ребенку 8 год, он в памперсе до сих пор. Таких, как Алиева, на приеме подавляющее большинство. В основном все просят помочь с определением группы инвалидности – ребенку или взрослому. Зураб Маршан ответил на каждый волнующий вопрос, дав указания ответственным лицам принять все необходимые меры. 23-го, 24-го пускай будет. Чтобы нам ответил он. Это не значит, что он документы за это время приготовит. Но пусть он нам ответит, мы хотя бы контролировать будем. Понимаешь? Сейчас он даже если подготовит документы, МСЭК у них не примет, потому что конец года. То есть эти документы, а документы к следующему заседанию МСЭК сегодняшние уже устареют. То есть в любом случае им 2 месяца, 1,5 придется ждать, понимаешь? Но мы хотя бы на контроле можем держать по этим документам. Прием граждан проходит в порядке живой очереди. Обратиться может любой желающий. Именно поэтому Лейла Гиреева решила не упускать возможность разобраться со своей проблемой. У внука задержка с психоречевым развитием. Женщина просит помочь поставить зубные протезы мальчику и другим детям, у которых та же беда. Всех матерей, дети инвалиды, у которых есть все матери, от имени их попросить у вас, чтобы или у нас открыли кабинет, чтобы им протезы вставляли, или же нас направляли по квоте, чтобы зубы вставлять этим детям. Возможно такое. Вы говорите, этих детей, их много? Конечно, в реабилитационном центре я бываю частенько. Без зубов я говорю. Без зубов я говорю. Возраст какой у вас? 11 лет. Почему выпали зубы? Он лекарства принимал. Наверное, эти лекарства были виновны. Или нехватка витаминов. А диагноз вы можете сказать? Могу. Грубая задержка психомоторного развития. Порой люди приходят совсем не по адресу, но, несмотря на это, тут стремятся помочь каждому. Вот и проблему Лейлы Гиреевой обещают не оставить без внимания. Инвалидам мы можем оперативное вмешательство проводить, то есть вырывать зубы, можем их лечить, но вопрос протезирования пока остается открытым. Но дано поручение специалистам провести анализ по республике, какое количество детей нуждается, и, соответственно, предложения, ждем от специалистов наших предложения, как этот вопрос решать на нашей базе или сначала за пределами, а потом у нас развивать базу. Но это будет видно. Общероссийский день приема граждан проходит ежегодно 12 декабря с 12 часов дня до 8 вечера. Это отличный шанс решить свою проблему, обратившись напрямую к властям. Тамара Хашагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24.